Шилимбери деньги вот Лев Пантелеймон пиден юрилза гайны. Шилимберемеш это вот где уже не толк сидеть. Сабо трах мадевик, сагалдавик. Ну, коллаб позит да гундул сидеть не галар. Хочу бегин, но Лев Пантелеймонча перепадere халага падрешин зем, южекшин зем, фразимишин зем и мледе манзакай мабудармапа. Убили даже пуша да тукшудан веки. Когда вот молдан глаза варашин был южекшин намар, падрешин намар, чувашец уликижин намаром, чанневекте сык, шайри, общественно-политический деятель был. Я берна беля персеме был экономист был перре. Был чуваш синезине брендес ижень, чанневекте нумай эсендуна, убили калсы тудермежи гунде. Ну, сагы манжан зере хизепле бұрынды был ник санда, мілі бұрын дейшін засында, хойын табан дел, не хойын табан ижекне ник санда маңзағайма. Дялан бұғы тубаты жағында келме, епте умбан умай, тел бұғыма түргеліне, вот сағында домзани вренді сүрде кішнелі яқынды күлі бұртя, сай күлі банде ұтса жүрезе, иже гурам сендерге ұтса жүрезе, ол как-то ижеге тада шүлве жая Каларас района умаджаны бетестуны. Бұл жағында тәркелзесін, Никсанда ол халық пады болмазыр, күнді ял өрінді властен бе, фермер құжалық едюзен бе, үттізен бе, тәл бұлза қалашмазыр пәреді ол жағында бетте кайман. Жақына қалзағы барашын, жаңды бекте Лев Пантелеймон побер мұқтанмала, бұл иза бұны жезіне бірін да мала изе адамдарда бұмала бұлдырынды. Жаңды бекте бағи хамыр шаура сел ғушинде қалаш түкне өмбері қалажы бұраға жылай нұмай қалажы бар. Жақына қашны жол байландарза бұрарды. Қалап бір оның жезіне тұса бұны жын, бұл мәлі қалас перен үрілза ғайны ұзасында қаңқы савындар. Что я проголосил за Вармаром, он спитнер дезе, себе чувашно биланза, буду берги, каза Вармаза не меди ударимся. Калаш. Я сказал, потом хроп. Адер хурат прошел до галажа, прошел на вехипи. А куда я лагал? И он автор и соавтор более 700 научных трудов, в том числе 135 монографий, учебных пособий и учебников, фундаментальных справочников и словарей. Также книги, в которых можно узнать о жизни и деятельности Куракова. Я, наверное, начну с этой книги. Эта книга как бы навигатор, который ведет, что можно узнать, где можно узнать о Льве Пантелеймоновиче Куракове. Здесь дают найти, какие статьи, какие труды были напечатаны Львом Пантелеймоновичем, начиная с 1967 по 2012 год, по годам. Нужно отметить, я хочу отметить, что первые его статьи были опубликованы в периодической печати в газетах «Советская Чувашия», «Коммунизм Ялави», «Блокноте агитаторов». А остальные, конечно, труды были изданы брошюрами и отдельными книгами. К вашему вниманию, вот то, что я говорила, здесь учебные пособия, учебники, которые рекомендованы студентам высшего учебного заведения, также школьникам. Далее здесь, значит, я поставила научные труды. Вот эти две книги, они изданы в 1898 году. Эта книга, значит, издана в соавторстве с Николаем Васильевичем Федоровым, почетным доктором Чувашского государственного университета. Эта книга, значит, она рекомендована для работников рынка, работникам в системе экономики, рыночной экономики. Вот эти книги уже написаны в 2002 году, интегрированное образование. Эта книга освещает
состояние системы просвещения высших учебных заведений, в том числе и Чувашского государственного университета в 2004 году. Здесь также словари, у нас в библиотеке имеется энциклопедическая, большая энциклопедия, словарь справочников. А здесь вот частичные только словари. Надо отметить, что Кураков руководил изданием этих книг в соавторстве со своими сыновьями, которые тоже пошли по стопам своего отца в области экономики и в научной работе себя показали. Это фотоальбом книга. Посвящается эта книга 40-летию образования Чувашского государственного университета. Следующая книга, ректор это призвание, автор Лидия Ивановна Филиппова, она здесь у нас присутствует. И эта книга издана к 45-летию Чувашского государственного университета. В этих книгах дается оценка самого ректора, как возглавляющего такое высокое учебное заведение, а также дается оценка преподавательского состава университета. Далее я хочу также обратить внимание на вот эти книги. В этих книгах можно узнать о жизни, о личной жизни и деятельности Льва Пантелеймоновича Куракова. Наверное, это самая первая книга «Пурнус и Пикимис». Она написана Георгием Красновым и Германом Желтухиным. «Жизнь не приходит дважды». Эта книга написана в жанре интервью. Я не буду рассказывать содержание, наверное, чтобы не... А вот эти книги изданы в 2003 году по инициативе преподавательского коллектива университета, и посвящаются они 60-летию со дня рождения Льва Пантелеймоновича. Само название книги Кураков организатор высшего образования науки и государственный деятель говорит о содержании вот этих книг. И следующая книга это «Мать», тоже издана в 2011 году, юбилярная дата. В этом году как раз «Мать». Здесь главный образ автора этой книги Лидия Ивановна Филиппова. Главная героиня этой книги это Татьяна Федоровна, мать Льва Пантелеймоновича. Сельская женщина, малограмотная, но такая мудрая, умная женщина, которая сумела воспитать такого крупного ученого и государственного деятеля. В книге собраны воспоминания близких, родственников и детей, людей, которых близко знали. Красной нитью в этой книге проходит такая взаимная забота между матерью и членами семьи Куракова. Очень такая трогательная книга. И очень интересная книга следующая, это знакомого нашего Георгия Краснова книга «Тиберхер Ксения». В этой книге имеются рассказы из детства Льва Пантелеймоновича. Сегодня я раскрою немножко секрет вам, вы сможете увидеть вот этот эпизод, инсценировку из этой книги. Далее я хочу сказать, что в самом деле Лев Пантелеймонович – это истинный продолжатель дела великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Вы знаете, что он очень много сделал, ездил, очень много сделал для того, чтобы мы, чуваши, знали своего просветителя ближе и глубже. Вот мы на выставку представили одну из этих книг. Она издана, сейчас дату я немножко забыла, это, наверное, имеет значение. Книга Яковлев называется «Фотографиях и документах». Под руководством Льва Пантелеймоновича консультантом этой книги был внук Ивана Яковлевича Иван Алексеевич Яковлев. И сегодня мы только получили книгу, изданную в 1921 году. Это «Эпоха разума, гуманизма и чести». Это мемуары Льва Пантелеймоновича Куракова. Это большой подарок нам.
На этом, наверное, все. Спасибо вам всем за внимание. В самом начале просмотра выставки хочу вам знакомую благодарность своим. Огромное спасибо Алине Дмитриевне, супруге Ивана Пантелеймоновича, за того, что она предоставила некоторые картины, которые как бы являются коллекционными Ивана Пантелеймоновича. Небольшую выставку я назвал места, которые помнят Льва Пантелеймоновича. Но, разумеется, эти места не только родные, есть в конце и палестинские места, потому как Лев Пантелеймонович был большим другом палестинского народа. Я в конце еще пару слов скажу. Но вот эти места родные, это родные милые пейзажи наши, вот нескольких примеров там. Ну, вот одна из картин оттуда, потому как Лев Пантелеймонович был зачинателем, очень интересным человеком, многосторонним таким, деятельности без внимания. Он приложил огромные силы для того, чтобы в Тарханах возобновилось или шло движение примерное. А в самом деле это очень красивое мероприятие, которое у нас проходит во Дворце пионеров, если по-прежнему говорить, в Чебоксарах. Автором является хозяева Гульсун. Мы увлекаемся созданием картин, посвященных Палестине. С каждым разом становится вот эта тема для нас очень интересной. Мы читаем книги, знакомимся фото и кинодокументами. Мы наконец поняли, что нужно сделать все для того, чтобы мир в конце концов наступил на этой святой земле Палестины. Палестина, как вы знаете, является родиной всех религий, и христианства, и ислама, и всех остальных. Вот эта река была. Я взял ее не случайно, потому как свою трудовую деятельность Лев Пантелеймонович начал именно на этой реке в селе Братья. Он служил в банке. Так я помню, не ошибаюсь. Вот интересная история создания вот этой картины. Я в свое время приехал сюда специально для того, чтобы заснять хотя бы мать Льва Пантелеймоновича, получить некоторые фотографии. Долго договаривался с Львом Пантелеймоновичем, потом он дозвонился, в принципе, до своей мамы. И в итоге, опять-таки, долго мне пришлось уговаривать ее, она не хотела сниматься, но все-таки потом через соседей, через подружек как-то получилось, я заснял фотографию. У меня в Фейсбуке очень много друзей, около 2000. Сегодня вот получил отклики на этот портрет, пишут, что это шикарный портрет, в принципе. Вот такой отклик об этой картине. Создать в этой картине, оно символично настроение, в принципе, этого дня. Мне нравится эта картина. Вот с правой стороны тут дубовый лес, дубовые рощи. Необычные картины. Портрет самого Льва Пантелеймоновича. Я был в Чебоксарах на приеме у него в ректорате, его фотографировал и так далее. Но в то же время он предоставил мне очень большое количество фотографий, я даже растерялся, там, ну, что-то, целый ящик, наверное, фотографий было. И мне удалось, в принципе, наткнуться вот на такую фотографию, и на основе этой фотографии я создал портрет, который, в принципе, сопровождает нас во всех мероприятиях, посвященных Льву Пантелеймоновичу. Я очень горд тем, что когда-то мне удалось все-таки сделать свой портрет нашего знаменитого земляка, академика Льва Пантелеймоновича. Далее, дубовая роща. Это я как-то случайно подъехал сюда лет, но это было, оказывается, давно, посмотрел сегодня, почти лет 20 прошло с тех пор, как я написал эту картину. Если мне было, я долго возился над этой картиной, ну что-то удалось все-таки охватить, это было мгновение, вечернего настроения данного пейзажа. Это из личной коллекции Льва Пантелеймоновича. Далее сирийская тематика у меня. Здесь изображены Ясер Арафат и Лев Пантелеймонович. Как я уже говорил, он являлся большим другом. Он неизвестно, когда больной. Кажется спокойно, но все-таки пока еще на этой земле нет спокойствия. Вот этот момент как раз я и изобразил.
дай Бог, чтобы наступило там мирное время. А эти картины, баннеры с картин наших зарубежных художников. В данном случае вот, доктор сам, наверное, подробнее остановится, вот, если будет возможность на этом. Скажите, пожалуйста, пару слов. Мероприятие. Ваш земляк Шакиров Мирхат избран человеком года в Палестине, и завтра трансляция записывается. Так что это гордость, это благодаря тому, что мы тогда еще с вами договор заключили, соглашение, урок мира, и я рисую Палестину. Вот из-за этого вот и из-за картины, которые связаны с Палестиной. Вот здесь, значит, дальше продолжу. Набил Анани, великий палестинский художник, здесь показывает палестинская культура, ромысел, быт, одежда, жизнь палестинского народа. Кстати, у нас скоро будет совместная выставка с Иерусалимом, 20 союз художников Палестины в Иерусалиме, 25 художников, их 25 наши. Будем выставляться также в Палестине и здесь. Уже было у нас 29 ноября городом Газа. Перемост. Так что больше будут знать. Здесь это Сулейман Мансур, великий палестинский художник, один из величайших в мире. Лев Петрович очень любит апельсин палестинский. Я даже часто его угощаю, у меня там кушают в Палестине. Вот как сбор апельсина. Палестина – цитрусовая страна. Очень много апельсинов, мандарины, помело и все остальное. А вот здесь Лев Пантелеймонович посещал Палестину. И здесь наш представитель по культуре в городе Газа, Файз Аль-Хасани, такой написал картину, что палестинский народ хочет свободу и хочет вернуться к себе в Иерусалим. Лев Пантелеймонович звонил мне из больницы еще когда 28 ноября. Очень много добрых слов сказал. Как я выйду из больницы, сказал, я тебя обязательно возьму с собой и поеду посетить войну в Палестине. Я маму уже не видел 23 лет из-за напада и так далее. Здесь, значит, Лев Пантелеймонович был очень верующий человек. Он посещал храм Богоматери в Палестине. И вот здесь знаменитый палестинский художник Раид Аль-Катнани из храма Богоматери, как благословение нашего дорогого Льва Пантелеймоновича, чтобы Бог его всегда помиловал. Ну и на этом мой рассказ закончится. Спасибо. Очень интересно. Спасибо большое. Веземель onun bizine, kuşşule kaplanat çarayma niyeple. Ey turazım, men maşa kurluğa tekse yamarın tepsirlagama, koştaqsan tısmala çıkınçulne, игемірде желмар чылажын улупне. Шак шугаду шоны занимас пужа. Ялдеш бала кеде темір күллен, сенеме чугышпа келесіне білзе, Кураков академик ялда чухне. Пуронатсе ялым шуды эмекпе, сывлатсе шарымшывам воилзе. Ырыжызем халидюльдеш ялымыра, тадахта эметсем ун пызык темалда. Ешпайс нунудюх ялам галатсе, шүлгүбене салхулын кингерзе. Переунда курса пельзе дараще, байхалбараще эшлемегезе. Саншалдыру тис шүлі түбере, сүнме был паме ялын шудине, шудаде таван ял ишексине. Хизе плещенным, шуда сынару, упране, эмерзен эмеренде, кашни ыршен манчаринде. Сирень умырда Анфиса Краснова, Хэщирна Сабак Буларин.
Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на вечере памяти всех гостей в чувашских Ишаках, на родине великого сына Батыревской земли, выдающегося советского и российского организатора высшего образования, ученого, государственного деятеля, профессора, педагога, основателя и первого руководителя Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской республики, академика Льва Пантелеймоновича Куракова. Разрешите представить участников круглого стола. Рудольф Васильевич Селиванов, глава администрации Батыревского района. Исаев Юрий Николаевич, ректор, Чувашский республиканский институт образования, доктор филологических наук. Алиулов Фениль Ансарович, глава Долгоостровского сельского поселения. Куракова Альбина Дмитриевна, супруга академика Льва Пантелеймоновича Куракова. Басам Фахти Аль-Балауи, доктор права, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Филиппова Лидия Ивановна, журналист-писатель, кандидат филологических наук, ректор книги «Эпоха разума, гуманизма и чести». Еникин Алексей Николаевич, журналист, государственная телерадиокомпания «Чувашия», кинорежиссер, а также близкие родственники, соратники и общественные деятели. Слово для приветствия предоставляется главе администрации Батыревского района Рудольфу Васильевичу Селиванову. Добрый день, уважаемые жители деревни Чувашские Ишаки, гости, приглашенные. Время так быстро летит. 21 декабря исполнился год, как от нас ушел, на самом деле, великий человек Лев Пантелеймонович Кураков. Долго и много можно говорить про него, про этого человека, но для Чувашских Ишак, для Долгоостровского сельского поселения, для Батыревского района, наверное, огромную лепту он внес в развитие. На самом деле, чтобы жители, молодежь, которые растет в Батыревском районе, были всегда образованными и далеко пересмотрели. Почему я это на самом деле говорю? Вот как раз библиотечные работники подготовили такой брошюр информационный. Вот сразу в глаза смотрят и видится прямо вот вручение диплома в Батыревском филиале ЧГУ. Не было бы Льва Пантелеймоновича Куракова, вот этого филиала никогда не было бы. Я помню хорошо, еще работал первым заместителем. Это просто открывать филиал в районе, это очень огромная и большая была проблема. Мы на самом деле, здесь некоторые, наверное, может, не понимаем. Просто Лев Пантелеймонович захотел, подписал, расписался и сделал филиал. Это на самом деле так. Это на самом деле огромный труд. Вот что мне удивительно, что он такого качества был человеком, рисковал, да, и не боялся, и уверенно шел впереди. Многое чего говорили о филиале, судить мы не будем, но мне как главе сегодня администрации Батыревского района, но многие жители Батыревского района получили высшее образование. Но нет, на самом деле к нам приезжали какие только профессора, из Казани приезжали, из Ульяновска приезжали, ну не говоря с нашей республики, самого Чувашского государственного университета. Я хочу еще сказать другое, он почему-то в таком возрасте, когда я был с ним знаком, он всегда, как молодой, искал что-то новое, стремился и реализовать все эти идеи. Вот удивительно, откуда только у него, откуда черпал вот столько идей, я от него тоже удивлялся, на самом деле. Вот не было бы Куракова, я повторяюсь, много и долго можно говорить. Не заговорили бы, может, вспоминать, наверное, вспоминали бы про нашего Алексея Коколя. Это благодаря ему, его инициативе, Владимир Александрович и другие на самом деле. А сегодня, и мы 16-й, по-моему, пленер проводили в этом году.
и приезжают в Тарханы, в Батыревский район, с каких только вот даже стран, прямо от Владивостока до Калининграда. Тоже двояко можно смотреть. Каждый человек по-своему на самом деле понимает. Не все как-то серьезно к этому, наверное, сперва отнеслись, когда все это начиналось. Почему-то всегда мы ждем, сразу кто-то нам пришел, миллионы привез, построил что-то. Но просто так как ничего на самом деле не бывает. Организовывая вот эти встречи и пленеры, когда приезжали гости, художники из других стран, из других регионов, они же, когда уезжали, говорили про наш Батыревский район, про те же Тарханы, про тот же чувашский народ, как он гостеприимный, на самом деле, добродушный народ. Вот это многое значит. И побывав у нас, они узнавали, что в мире есть село Тарханы, есть вот для иностранцев в то же время Батыревский район, есть Чувашия. Вот это на самом деле много значит. Вот претворяя вот задумки Льва Пантелеймоновича Куракова по Кокоревскому тоже пленеру, его уже признали, признают, или уже еще начали проводить на уровне республики. Мы, участвуя благодаря этому пленеру и благодаря этому Куракову региональных федеральных программах и сколько привлекли денег в те же Тарханы. Начинал все Куракова, опять я повторяюсь, мы там построили дом, усадьбу Коколя. Дальше мы отремонтировали там сельский дом культуры. И на самом деле еще много-много проектов по этим направлениям. А Лев Пантелеймонович, понимаете, вот он умел как-то, он проводя, организовывая вот этот пленер, а вот этот пленер сейчас его не остановить, он уже дальше идет. Это говорит, что вот эта работа, начало Льва Пантелеймоновича Куракова, я просто один фрагмент вот сейчас вспомнил, у него все дела такие. Он, остальные они как бы без него там продолжают, их на самом деле не остановить. Вот это он умел делать, вот это он на самом деле мог организовать. Большие планы на самом деле как раз по проекту, как раз я прям могу, наверное, назвать проект Льва Пантелеймоновича Куракова. Мы сегодня предметно говорили, вот какие видения, какие новые идеи у кого. Мы поэтому тут собрались же. А собрать как бы в одно и дальше в каком направлении идти. Да, вот мы не могли не организовать вот эту встречу, потому что годовщина Льва Пантелеймоновича. Но в честь него должен быть большой форум. Мы, наверное, опять повторяюсь, будем об этом говорить. Мы примерно на той встрече говорили, что, наверное, будем приурочить его ко дню его как бы рождения. Наверное, может, лучше уделить. Посмотрим, как мы на самом деле договоримся, и дальше будем развивать. И поэтому прошу всем такой сегодняшней активной работы, поговорили на самом деле по душам, как любил сам Лев Пантелеймонович Кураков, да, и он пускай чувствует, чтобы он, наверное, скорее всего, где-то рядом с нами. Так вот, в то же время, находясь в этом клубе, это на самом деле, как он переживал, чтобы отремонтировать вот этот клуб. Сами же помните, ох, мана мизера сказали, клуб тумала, лечит, Чернебеке. Это благодаря, на самом деле, ему. Благодаря ему, говорить, много было сделано. И дальше будем делать, и мы никогда не забудем нашего уважаемого земляка, такого выдающегося, на самом деле, деятеля, общественного деятеля, политического деятеля. У нас есть кумир, на кого сравняться, у кого на самом деле учиться. Всем желаю плодотворной работы. В 1943 году холодным зимним днем 4 января родился в деревне Чувашские Ишаки мальчик. Назвали мальчика Львом. Само имя воплощает мощь и внутреннюю силу. Таким и вырос Лев Пантелеймонович Кураков. Сильным духом, успешным и прожил насыщенную жизнь. К сожалению, ровно год назад болезнь забрала его. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Прошу почтить его память минутой молчания.
Анна Федоровна, хыйын ылыне тапса драган шобушпе вайгал барзадына, малалахи щудометне ылыне кадарцавына. Георгий Красновщирна, Чибер Хираджа Ксении, Кенегери Вудуштыт насыбы. Леван Аджала Кинджи Дарсаман, Сирин Умра, Ихра Жирмиш Кулинджа Варенинин Зельбе Аджазен Кулящи. Kuladay. Ayduru, kulaçsa bırakmış gezan hacam. Beni arabanakçı. Kile girsen ben durun. Tebere jıva gidin durhancı. Yedim. Ben kebünye takıntını hıt. Siye marçide tıkın marım. Aga cüpçuk. İtlemeni bidere çavende zire. Biledim bitkar. Şiirden mendege. Oşçige çavderit. Ütizem kebizene takıncış kulhancı. Beriye zaman pattırlansa jürin. Keber hırçı buğaçıdır. Хеве, kadar da aytılsan heve. Hacala bak, şiirimin nesiyle dursa gayrı. Siz merenindiniz. Ya hacam, men duzağıdır. Böyle edip bir haberin anada bızı. Bu hatırağızda birimizin şınık tabamış biri, men jize buruna bır. Peçin niye pedel gerez şu? Tıradım ben ne san bak pırdı tıradım. Vır, ştaga yanındı kapla. Niştada gaymastın. Men de vas. Çim ha. Becermezin azanın geçense giles ha. Ten bol bulaşır. Annem gayebine hıradı buldu atmış. Aktada, kerem arkadaşlar andırfa, hamdaları sana. Bak, yaldı pur cinsine de sıvadı. Çim ha çim, dışarında fırsadı. Çazık kayza cinse gelirim. Ma kebine tıkın marım keber hırçı bıknuşne. Tıkın mala çiğken. Anneni fümeletçi. Undalla çiğnanıp mala. Aleykimden de mazak kaynaşan. Kaşandan baginden. Ey ay ay. Şadı kağılsan. Pastırı çat düşkene. Ocalar ne budan nasken. Şabındı, şimdi zagay maranilova. Azan yine kalasar dart famız karuzini. Şur mastı beni şuva genede. Şun ne duyman. Abla. Dedene şıva gene kaynaşkeyeze. Aha kayna. Ularında bulunca. Algasar bulunca onda. Almasna. Şimdi olmazsa ve kacakçı. Vara. Tek düşkün. Bu acana bu düşkün. Evet. Ah, şamba verelim deredin değil mi? Allah'ına. Bez acama ahıra. Niye men diye ahıra acam? Bez koyumuz geçirir. Kıramastı bir. Man boycu. Gene bu acıyı tarar. Gene kincenge kaylarak kule. He? Men de vazın de var, ece de gaymanlat şevit ha. Araya tek düşkün es paşargan sağını kale. Angula. Kayanın jine. Eşli. Acula hamak bakıp var. Löper. Annene yarı bir eşe. Yarat bu. Çinka. Yüreğin kayam. Çinka tek düşkün manvet. Kile gaysa gelmeli. Sıvat malını kazaysa gelem var. Yürü, Maça yürü. sıra gile Aha. Çeça. Es kaysa bir. Et vara, kile gay mola buzan kılıp kağıda ilem kağıda şimeyle direğin için. Lova, yaşka 5 yılında. Kışta samaylansan kırsa şey yüreği. Yürenli. Vıjan bır. Kunda kışımra uyran ede bu. Uyran ede ejen yuradi. Yine har. Beşeli zaten üç azak kilet. Eze onayit liye volmen galanı ne yoltu. Kondırlar hevel jülye baksan. San basnayıp kilse gayet yüreği açan. Anne kilsan jürek. İki dünya ham girdim. Ha haca, mısmız bir bit kayasman kırden beri. Pur ne de bileniz, pur ne de anlanan. Yüreği kayamendi. Yüreği tunzuklamastın bu. Tunzuklamastı bana. Ha hacam, kayam, yüreği vur çabında. Kevale marşı kenine şuva. Anne kapı çenişe. Ey dada vaskanım, ay kardeşlerim falan. O barda çok takınlara tetli o var, ekvat pusna. Ey ay ay acam. Böyle kayes kunda. Avana. Ah çok verecek şah. Hemen neyse girdim. Yurgay sana kadirli evet. Urdiye girli. Şıkça zacak. Hadi kal. Madem terhaliyede. Vay boşuk bozanda. Uduştuk sayılacak. Böyle bu yüzük çinye. Hayır bak kule.
Чапа. Еша, сурашыне. Пуша деме. Лужаган чешке. Абегайше. Шмеле, урашыне мне страшно, дядя. Вот, ну, мои море. Вот, шаганда. Сейчас Кирилл, Юрать? Смотри, андакта замени климале, они не газобушмала, черримале, сувалмала. Кажется, баласка. Ох, выйдабур, не мне радмас, казани не ужаса. Они не дикаса самдарас, телендерес. Они эмели пушили кен, свадать, а они эмели. Сейчас сидишь, они нет. А за не тадом, за нами пушили. Жашкунда каларым бітсана, урашине тыгын, трандезе. Чакла. Ак, тада, ескішті қадырлене көме? Они не бушма. Шабадуна да зыра кебене де көме. Шақла сарамға делене. Они не булышмала жазана. Они замахнет леневле. Они ушанчы деді, ескіні шветяча булышмала. Аде, шулғана ябалана тывық. Аяқ. Аяқ. Лайық ұлы зеттәп түшкіне. Ажаран ақпалғышке малашлық мүлі боласы. Күзік шын боладех. Шанады боладех. Самое родное и близкое для человека всегда является семья. В стенах родного дома, в кругу самых близких, человек остается искренним, самим собой. Каким же был домашний Лев Пантелеймонович? Давайте вместе вспомним его. Любимого супруга, надежного отца, доброго дедушку. Слово предоставляется супруге Льва Пантелеймоновича Альбине Дмитриевне. Действительно, во-первых, большое спасибо за участие на этой церемонии, посвященной памяти Льва Пантелеймоновича Пропопова. Мне очень, вот прям словами не могу передать, такая большая благодарность всем. Собрались все его знающие люди. Он такой был простой, он не вредный, во-первых. Он сам необыкновенным человеком был. Вот сейчас показали спектакль, очень интересный. Он так и, наверное, вырос. Я сама не раз задумывалась, откуда же вот человек, такой простой мальчишка из такой глухой деревни, мог дойти до академика. Ведь у него никакой поддержки не было, никаких братьев не было. Как он добился? Я сама удивляюсь порой. Ну, я, наверное, свои выводы делала сама. Наверное, все-таки в первую очередь, это ум человека. Он родился таким. Это, наверное, прежде всего гены родителей. Гены мамы, как вы видели. Мама была очень мудрой женщиной, очень умной женщиной. Хотя она образования не имела, но она могла его и держать.
могла его воспитать, могла образование давать, могла направить по правильному пути. Конечно, это очень большое значение имеет. Мне кажется, вот второй такой вот, как бы, хочу сказать. Конечно, наверное, он был целеустремленным мальчиком. Если человек, он не будет стремиться к чему-то, он никем не станет. И я думаю, конечно, главное его такое отличие – это трудолюбие. Без трудолюбия в жизни ничего невозможно добиться. Он действительно был трудолюбивым. Я даже не видела, за какое время он успевал вот эти научные труды писать. Научные работы писать. Откуда это все успевал? Если у него, конечно, были качества такие, хорошие организаторские качества, он действительно был организатором, можно сказать, и по жизни, и по семье, везде. Конечно, вот это, наверное, вот это тоже имеет большое значение. Как мы с ним познакомились, мне было всего 20 лет. Ему чуть постарше, лет на 6, он старше меня. Вот. Как-то вот так вот мы с ним встретились, ни разу не расстались. Так получается в жизни. Вот 50 лет мы вместе, от и до. Вот так мы с ним, конечно, прожили. Конечно, я считаю себя счастливой женщиной. С таким человеком жить это одно удовольствие. Я сама вот такая девчушка, ну студентка была, да? Я сама ко всему у него научилась, ко многим вещам, можно сказать. Может быть, он тоже у меня что-то учился чему-то, но я тоже у него училась, потому что он был мудрый, уже в Москве, он обучался в аспирантуре, в Плехановском институте, это такой ведущий институт, где там таких глыб у него были учителя, сам вот Абалкин был, Леонид Ильич, Абалкин и другие лица. Конечно, он получил блестящее образование, ему просто, видимо, повезло руководителями, потому что это основа из основ науки. И вот потом он, значит, я институт кончила, он тоже приехал, и мы дружили где-то 2-3 года, ну да так было принято в то время, это сейчас другая жизнь. Тогда мы дружили, все равно мы, я считаю, по любви замуж вышли, женились, в смысле, оба. И вот он мне говорит, я уже работала, и он начал работать. Но он бедный аспирант, как тогда говорили, бедный аспирант. Но он бедным аспирантом не был. Он везде читал лекции, как-то по обществу знаний выезжал. И зарабатывал деньги, туда еще он мог деньги зарабатывать. Помогал маме. Мама была простая, тоже не совсем, может быть, еще, скажем, богатая женщина, не богатая, просто нуждалась в помощи сына. И вот он мне говорит, давай, говорит, я, говорит, полгода, говорит, поработаю, накоплю, говорит, деньги и сыграем, говорит, свадьбу. Я еще удивилась, думаю, для чего, думаю, для свадьбы нужны деньги. Я такая девчушка была, конечно. Он вот таким человеком был. Смотрю, он такой умный, думаю, как-то вот сразу видно было его ум. Мы так и поженились. Вот тут присутствуют люди, которые были на нашей свадьбе. Свадьбу мы играли в этой деревне. Чуваши, Шаки, вот Зина сидит и другие лица. Я помню, это все осталось в памяти. Тогда дороги не было, мы на газике приехали, вот так вот, дождь был, такая грязь была, вообще ужасно, я подумала, куда я попала, едем на машине, вот так вот, думаю, куда я замуж вышла, боже мой. Ну, конечно, потом уехали после свадьбы, уже, как сказать, уже. Вот так мы поженились. И прожили 50 лет, я думаю, я счастливо с ним прожила, у нас 2 сына, 4 внука, слава Богу, все внуки хорошие. Вот так как-то жизнь быстро пролетела, а когда жизнь быстро пролетает, когда все хорошо, да? Но хочу сказать, мы с ним, конечно, прожили нелегкую жизнь. Он всегда занимал такие должности, это, как вот Рудольф Васильевич отметил, это не так все просто дается. Это все мы пропускали всей семьей, и дети, и мы переживали за него, он это все это чувствовал. Вот. Самое главное, мы не, всегда вот у нас все хватало, вот у нас не было наживо денег. Мы вот жили, как жили, стали жить в общежитии стали жить. Там была кровать такая маленькая, я помню, первый сын там родился. И вот так жизнь у нас пошла вот так вот немножко все лучше и лучше. Конечно, он стал работать замдекана. Рядом с ним были такие учителя, он всегда вот с гордостью вспоминал, никогда не забывал про своих учителей. Это вот наш земляк Акмеев, он с ним работал, он декан был, а он замдекана. Он так его, вот до конца жизни он его помнил. И Демелов был тоже экономист такой выдающийся, он их всех помнил.
помнил до конца своей жизни и всегда с уважением относился к своим учителям. Сейчас тоже жизнь немножко другая стала, немножко мы по-другому рассматриваем. А жизнь, она с этого начинается, с учителей, именно. У каждого ребенка, у каждого человека. Вот. Что я хочу еще отметить, конечно, вот он всегда, он был, в основном, конечно, на работе был. Он очень много отдавал работе. Просто так ничего не бывает, сейчас отмечу, как сказал Рудольф Васильевич, просто так ничего не бывает. Он все себя отдавал работе. Он стал развивать университет. Он в то же время не забывал свою родную деревню. Он так любил свою деревню, такое редко бывает, я вообще таких людей не знаю. Сколько раз его приглашали на работу в Москву, на высокие должности, академии, он, вы знаете, он отказывался. Он вот не предал свой народ, свою республику, своих жителей деревни. Он так любил. Он каждую неделю мог приезжать в эту деревню. Он здесь находил отдушину. Ему здесь нравилось. Нравились вы, которые вы здесь сидите. Он всегда с уважением к вам относился. Вы понимаете, просто так ничего не бывает. Конечно, он очень сильно переживал за свою деревню. Он хотел, чтобы деревня была всегда красивой, развитой, да? Он тут стал устраивать, обустраивать стал. Дом знаний мы всеми силами подняли, как вы помните, мы тоже нашу часть семья принимала. Вот тоже это, конечно, гордо звучит все. Но видите, вот жизнь так вот кончается у каждого, наверное, свое, вот так получилось, его не стало. И кто этому, конечно, не поверил. Я сама этому до сих пор не верю. Он всегда со мной рядом. Вот рядом и все. Вот не верю просто. Как-то вот, не знаю, как это объяснить, я не могу это объяснить. Вот, это была пандемия, последние, вот, как сказать, 6 месяцев мы дома были. Единственное, что пандемия была, мы с ним очень много общались. Вот это в прошлом году. Мы с ним ходили там вот по даче, там по огороду. Там у нас есть как бы загородный участок. И мы очень много вспоминали с ним. Он вспоминал своих учителей, рассказывал, как ему тяжело было все это, Россию, все это создавать тяжело ему было. Вот, несмотря на это, конечно, он все равно успел добиться таких успехов. Конечно, это вот такой был человек глыба. Что хочу сказать. Вот пока мы жили во время пандемии дома, все как-то первый раз в жизни мы с ним так общались за 50 лет. Он постоянно дома были, мы очень много говорили с ним. И в это время он успел написать даже свои мемуары. А я даже не заметила. Он на 2-м этаже спал. Потом соседи говорят, у вас постоянно свет горит. Он ночью вставал и вот успел написать про свою жизнедеятельность книжку. Это, конечно, очень ценная книга. Это его последняя работа. Он успел оставить рукописи этой книги. Благодаря журналистке нашей уважаемой Лизе Ивановне, мы эту книгу взяли и издали. Она, конечно, большой вклад, она еще сама расскажет, как эта книга издавалась. Очень, я думаю, ценная книга, очень хорошая книга. Он пишет в этой книге про свою жизнедеятельность, как он начал работать, как начал он это все создавать. Вся правда в этой книге. Там ничего искаженного нет. Вам, думаю, тоже будет интересно читать. Мы сегодня вам эту книгу будем вручать всем, кто вас желает, библиотекам, школам, возможно. Очень хорошая книга. Вот эту книгу в рукописи, слава Богу, успел оставить. Мы ее издали. Потом, наверное, Лидия Ивановна сама еще подробнее расскажет про эту книгу. Это как мемуары, какие там, вот там ни одной страницы нет, где было бы ему легко. Он все через эти препятствия он проходил в жизни. Как-то он был еще человечным, все это преодолевал. Вы понимаете? Конечно, была большая поддержка семьи тоже, как вы понимаете. У нас мы так вот жили, мы никогда не ругались вот так вот, как жили, так жили, шли вот так по жизни, и все хорошо. И дети также у нас воспитаны в таком же духе, понимаете? Ой, тяжело говорить без него, но без него, он со мной рядом, конечно, всегда будет. Такого человека больше не будет рядом с нами. Действительно, он был человек таким, и простым, и человечным, и добрым. Он даже ни с кем не враждовал. Если кто-то его кто-то завидовал, он даже этому не придавал значения. Вот такой человек он был. Вам, конечно, большое спасибо. Я так своих близких людей тоже всех увидела. Если какие-то вопросы будут, вы можете мне задать, я могу вам ответить.
Вот. Я основное, наверное, сказала то, что я хотела. Тут все уважаемые люди. Вот доктор Басар сидит, он в последнее время с ним очень долго работал. И еще хочу сказать большое спасибо администрации района. Всегда его поддерживала всю жизнь. В последнее время Второй Фасиль всегда, у него такие вот мысли, такие ценные. Дай Бог нам это все исполнить. Это, конечно, от жителей деревни тоже много зависит. Вы должны его поддерживать. Вы должны вот эту красоту не терять. То, что он создавал, вот тут вот ели посадили, вы, пожалуйста, поливайте вот летом, там же недолго. Это нельзя вот его труды, чтобы у него это все исчезло. Это все от вас тоже много зависит. Дай Бог нам вот это, все мечты, которые он еще мечтал, дай Бог нам это все выполнить. А вам большое спасибо. Спасибо. Игоря Шаферана, музыка Леонида Афанасьева. Для вас звучит песня «Гляжу в озера синие». Исполняет женский ансамбль Баторийской детской школы искусств. Гляжу в озера синие, подняв ромашки рук, зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее земли, меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, поля ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили, ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. И все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не стали, ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Песня «Снег» в исполнении Галины Рубцовой, концертмейстер Екатерина Иванова. Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты. Не дает до утра спать, снег растаявший вода. И одно лишь должна знать: я люблю тебя навсегда. Не дает до утра спать, снег растаявший вода. И одно лишь должна знать:
конце пути никому уже не вернуть. Никого уже не вернуть. Образовательного уровня населения республики и всего чувашского народа. Он искренне любил Чувашию и искренне был ей предан. Всецело содействовал межнациональному единению, укреплению сложившихся традиций патриотизма, передаче подрастающему поколению лучших нравственных, духовных, культурно-исторических ценностей. Слово для ведения работы круглого стола передаем модератору, журналисту-писателю, кандидату филологических наук Филипповой Лидии Ивановне. Хакла падрельзем, чуваши жегезем, библиотекарзем, брендегензем, бургензем, Друзья, сегодня мы собрались на Батыревской земле, чтобы почтить память нашего учителя, нашего наставника, великого сына Батыревской земли, Льва Пантелеймоновича Куракова. Поэтому круглый стол у нас так и называется. Вечер в память о великом сыне Батыревской земли, академике Льве Пантелеймоновиче Куракове. Увы, время летит неумолимо. Мы не в силах остановить время, не в силах изменить судьбу, но сохранить память о нашем Льве Куракове – это в наших силах. И, наверное, уже первая попытка сохранения памяти нашего Льва Пантелеймоновича – это явилась книга-мемуар «Эпоха разума, гуманизма и чести». Жив был еще Лев Пантелеймонович. Я это редактировала книгу 3-4 раза. Лев Пантелеймонович каждый раз смотрел, что-то меняли. Пока что не было 15-го письма, а жанр книги очень интересный. Вам потом Альбина Дмитриевна всем подарит, никто не уходите. Жанр очень интересный. Письма. Представляете? Письма сыну. Письма сыну Владимиру Львовичу, старшему сыну, который ушел раньше. Это вы знаете. И каждое письмо – это как бы его крик души. На самом деле так. Почему? Потому что такое мемуар? Вот вы библиотекари, знаете, да, ведь мемуар – это такой жанр воспоминания, литературное повествование, участником которых является сам герой книги. А повествование в книге ведется от первого имени. Значит, рассказывает сам Лев Пантелеймонович Кураков. 15 писем. 14 он успел написать сам. До 15-го никак руки не доходили. Лев Пантелеймонович все думал, что это должно быть. Ну, сначала было 14 писем, если честно. Я говорю, Лев Пантелеймонович, все-таки давайте красивую цифру сделаем, 15. И вот он задумался уже не то, что вот напрямую о завещании, но, говорит, что-то подытоживающее нужно, говорит. И все пытались, говорили, думали, что же можно написать в 15-м письме. И в итоге родилось 15-е письмо. Это на самом деле завещание, но мы уж скромно написали. Вместо завещания близким по духу людям. Еще не время почивать на лаврах. Вот так назвали. Поэтому я всем советую, конечно, читайте все 15 писем, но 15-е письмо все-таки читайте, вникайте, потому что там вся суть, в 15-м письме особенно, Льва Пантелеймоновича Куракова. Но сразу, наверное, обратили внимание, обложка какая красивая, да? Синяя обложка. Это его любимый цвет. И вообще, вот сегодня нам рассказывала библиотекарь, что около 700 научных трудов, литературных творений у него, документально-художественных повествований. И у многих книг у него
немножко светло-синее, темно-синее. И мы с Альбиной Дмитриевной все-таки посоветовались и решили остановиться вот на таком красивом, сочном цвете. Неплохо, да ведь? Очень красиво. Вот. Так что, мне кажется, Лев Пантелеймонович сам, наверное, тоже был бы доволен. И вот эти золотые буквы, золотые тиснения, Лев Кураков, эпоха разума, гуманизма и чести, это тоже все-таки Альбина Дмитриевна настояла, чтобы все было замечательно, красиво, золотом. И все это готовилось тиснение через Москву, а книга вышла тиражом ВИПК Чувашии, издательство «Полиграфический комплекс Чувашии» у нас есть в Чебоксарах. Вот там тиражом 1000 экземпляров вышла книга. Но эпоха разума, гуманизма и чести называется. Ну уж вы земляки, вы должны знать, да, ведь? Поэтому вот такие немножко подробности я вам сейчас открою. Книга сначала должна была называться «Торопя эпоху разума, гуманизма и чести». Торопя эпоху разума, гуманизма и чести. Потом все-таки подумали, вот все равно же это история страны, республики, тут все есть, даже мира, потому что у нас Лев Пантелеймонович все-таки был человеком мира. Поэтому решили все-таки остановиться на более красивом варианте эпоха разума, гуманизма и чести. Конечно, я торопила, как всегда. Давайте быстрее, до Нового года успеем. Он говорит, нет, торопитесь. У него жест есть вот такой. Вот, они, не торопитесь, говорят. Но все равно, хотя он ушел 21 декабря, Альбина Дмитриевна, я вам так благодарна, честно говоря, вот как супруги, как матери его детей, потому что если бы Альбина Дмитриевна не сказала, давай, доделай, не было бы этой книги, честно говоря. Поэтому Альбина Дмитриевна не пожалела денег. Книга очень дорогая, вообще и по содержанию, и по сути, и по цене, честно говоря. Поэтому, Альбина Дмитриевна, вы молодец, что уже... Да, очень бесценная, дорогая книга. Книга уже у нас даже в Перу уехала. Там делегация приезжала в правительство Чувашии. Уже в Перу есть книга. Потом Альбина Дмитриевна подарила 100 экземпляров книги Чувашскому национальному конгрессу, потому что отчетно-выборное собрание ЧНК у нас состоялось в ноябре или в октябре, уже забываем. Вот там книги у нас. Сейчас вот мы подарили национальной библиотеке книги. Все, ну, Лев Пантелеймонович достоин того, чтобы о нем знал весь народ. Поэтому сегодня тоже все библиотеки, все 35-40 библиотек Батыровского района, потом школы, потом односельчане, участники сегодняшнего мероприятия, вы все получите эти книги из рук уже непосредственно Альбины Дмитриевны. Ну что, спасибо еще раз, Рудольф Васильевич, что вы все-таки собрали сегодня народ, потому что этот круглый стол не просто рядовое мероприятие, ради галочки нет. Сегодня на этом круглом столе мы будем уже формировать новые планы, как дальше действовать, что еще надо делать, потому что год прошел, а в течение этого года успели немало, друзья, немало. Вот у нас Алексей Николаевич Енейкин сидит, он уже успел подготовить, снять 2 фильма на чувашском и на русском, сегодня русский еще посмотрим. Потом доктор Басам здесь с нами. Вообще, я хочу отметить, что вот из последней команды, честно говоря, осталось таких преданных их друзей совсем немного. Поэтому всем спасибо, что вы приехали сегодня и сюда. Потом хочу я все-таки поблагодарить руководство администрации города Чебоксары, Ладыкова Алексея Олеговича и Черкесова Леонида Ильича, сейчас уже спикера Госсовета. Да, почему? Потому что в Чебоксарах уже есть бульвар академика ЛП Куракова. Вот так будет правильно. Бульвар академика ЛП Куракова. Официально вот так. Да, это решение было уже после издания книги. Почему я говорю, первая попытка сохранить память, а это уже 2-я попытка и уже реализованный план это. Так что, когда будете в Чебоксарах, это знаете где? Микрорайон Университетский 2. Это рядом с новым корпусом университета.
И параллельно идут улица Миначева, улица Филиппа Лукина. И это кольцо будет, пешеходный бульвар, 600 метров. Там можно гулять, там можно мероприятия проводить. В общем, это хорошо. Книга есть, фильм есть, бульвар есть. Вот, я со своей стороны, прежде чем предоставлю другому участнику нашего круглого стола слово, хочу все-таки сегодня, пользуясь моментом, предложить два мероприятия. Рудольф Васильевич, вот баттеровцы, библиотека, конечно, здесь будет задействована, все. Все-таки 22 год, год выдающихся земляков. Альбина Дмитриевна сказала, тут Ахмеев, тут Сидоров, Давид рядом. Давайте проведем в 22 году, учитывая то, что год выдающихся земляков, может, год земляков, именно которые отличились в науке что-то. Надо думать, в общем, вот это первое мероприятие, и в рамках этого мероприятия, и давайте сразу первые международные кураковские чтения. Вот название международные надо сделать, потому что друзей у Льва Пантелеймоновича есть везде. Можно их вытащить, можно пригласить. И в Баттерово, и в Чебоксары можно это мероприятие провести. Международные кураковские чтения. Вот на следующий год давайте запланируем. Наверное, идеи будут у всех еще, да, ведь сегодня. Поэтому я сейчас хочу предоставить слово из Романа Кажарбан. Мы же дезем Поэтому я хочу сегодня предоставить слово первым, наверное, Юрию Николаевичу Исаеву, доктору филологических наук, профессору. Почему ему? Потому что он напрямую также связан с нашим Львом Пантелеймоновичем Кураковым. В университете работали бок о бок. Тималдана епе хамыр шене вижуексе бренду министры дядин Рудольф Васильевич тавзымай галашын ял пустых зен тавзымай галашын шак мероприятие ергелен между пиде хадарлы пиде хизепле мероприятие байги мероприятие Альбина Дмитриевна пиде бізі тавзыре жагымбек ана денежен Самбада ебемде верди министерство дядин день келдім мұнда сире сирмада келзе перексмак калама. Пәдімәшілізін езерінде бұнда от қалар Альбина Дмитриевна бірле үстетін ішінзен де бұл дәрежі болады. Самбада бұнда лепіндемеш мүлі матурзин бұлыны каламады келдема. Сауғыда қалыс келеді. Хабиб Миначевпа, Лев Пантелеймонович Кураков, зем перехаллеге, вот иди академик. Район тандухны жинзен жоғладе. Пәрәмішсенде ол пикшик, якшы малай, тепли и жек мотор один. Иди мотор жоғладе. Хватна жинзен. Каждый зин академик лайма. Сян тарағашын ысрадыца Хамрон Лев Пантелеймонович Пархадарлы Эжизем Берги Манмай Рамас Пирин. Хамрон здесь ма, Талапин Айзазенде Шагымбек Чавашалагин Матур Синизем Берги Манмай Рамас. Пала, Киржедер Лизепладе. Пере Мумай Тумас пер 2 чулгала Мускава Ганти командировкана. Министерство спросили. Эспетра Камалла Тестатинская Рукшанге Тупрубум Изиклеп Пакезенде Киришата Тадалда Бабумала Мускавран Республикана Камалла Уцабураду Шарах Шула метро Патнисиса Бураду Погада Шак Паршамбек Пызык Марвурында метро где я помню мастера Тарай я говорю что заборязер ну да азельный примерно метро мордеш Калат, мана калат, якунда ди. Тем думагитем перместип сана кече иммегитем болди. Аде ди кармар сан палаштара. Ебр кармар аде пешеметрна отмалadi. Епкалман пояс самолет такая мала не осмастам ди. Аде ди кайзаминато. Перексма каласиле перекизе президенте. Кармар Дроздов тара, Николай Дроздов. Тада тихзе президент. Жамбек бара ман перик иквисеге дирцагаре, ман самолетта бешагаре, поездтагаре Сенерин береді, бар теплеги медем. Ну жауатыра как шло, милле
уны хизебе пирин хамырын торох разисмар, уны хизебе Россия жайынде бызык болна, уны хизебе тенде жайынде хизеб болна. Хизеб лесин болна. Мен гана ударап бар. Ендинде тен Еуропайусмен болзан, Семжешка адя болны болзан, тени болзан махран Жагынбек шиднизен тағаймас чиде болды. Анжақта Жагынбек Матурсин болмаудар же. Бұл темізейіне балатса қарашын. Бірімі жол Дмитрийдің қалары қыватлы арзин болын дәрі. Қыватлы арзин қызінде ұтса бұлмады жымалдырақ. Атизмне мато, шетінде икіште профессорзым, докторзым экономика ба полно ашы весімгайна. Амы же терцевыны бе, ашы болыса бұны бе. Көпірімі же. Икімі же ол дердюжі болны. Қызық шайры дердюжі. Вот оннан қадар қашы. Вот Селиванов Рудов Васильевич бұнда эслетте. Курады машинадан келет, пуш магазин яп-яп гасица сегатса дырайт. Келет те перексімар калат те тұқса қайсыдай. Лайық пек болнай. Вот немде дымас, вот жалуйза болнай. Тезе жұқламау құдарат бар, жеплайке. Анжақта әжейі бар. Онда кашни удымжын, кашни эшшін ежін удымалы. Конкретно шалда манчамек тумала дезе, шак эш туны ғышын, оның эшне вара. Кашни кедестре, кашни шорджек морджек, шаблай, кашни арзин сүтсеевать. Наджари лайги десе. Лекпен телемонжын, лаш ушла забор. Вот у меня Ширинбин студент времени. Ширинбин студент. Он запустил Визибин не яхан преподаватель, я сотрудник полно. Ну, преподаватель сотрудник семьи, бурса платит. Везенбе влезутся студент ошибаем уже бор, аслам уже бор, кугам уже бор. Кангана ждет. Пурде, Щур республика, Кураков, Мескертун не суцеевайся. Все позабор. Ендине дена штурде. Петревара, полностью. Самбада нумай жол ректор ползастени, бол юноштар если не билдерет. Пидет терес пол не билдерет. Куперемеж, икимеж, наука. Наука вообще терен займала была. Мен чукуле кенеге берги жеріне қаларым бар. Тада оның кенегізем, тағағам, сирдым да қалардым денезес мар, оның өзен шак кенегізен хизебе бұл. Хизебе мене бұлат бол. Мүрдезе шалда шуғжы бұл. Верендеген терлевлі шуғышса мұнда. Шамбада оның иге кенегіне баставадым. Нумайрат, анжақта иге кенегіне баставадым. Министерство, Россия Федерация брендью министерстве, хамаран учебниксин реестрне кердес тезе, ежину туза. Эпи унон брендью учебниксин бе, петим Россия Федерация ди экономисин, полос экономисин брендью. Хватлая была. Немде каламасты. Каран онда словаризем. Словаризем чирмадынде. Словаризем, жумышла забор. Яланах словар керле. Яланах, шамбада кескин галазан, шагамбек паргадарлы. Эш туны жинна, еппиди бузыктау давадып. Болкайна бузады, перейді зыдырайды. Еп самын задырадып, унба бірле, унран дрензе бұны жын. Еппа унжумде яланах пулмадарышны, мизи жол, бір вунвизи жол. Университеттера сен жүкне, кунда вот перлі жүртне де, тума, ерне бегілеті бірче шуматкун, вұрзәні күн істеті бірче, растворды да тұр, бетон, сирімбе бірле. Бірле, лойде, сен бай бір зерімбе, тұрдыван сінзен бұл жағарым бар. Мен қаласы келеді. Сири бұрне таузымай қалады. Пирин, леппен телемонч, пирги манмай ұрымаз, пирин, Волдуну иссенне манмай роман. Саугуна. Давай. В этой организации «Живая планета». В общем, и вот что хочу сказать. Да, дела делаются уже, конкретно делаются, это не планы уже. Владимир Николаевич, молодец.
взял и изготовил памятную доску Льву Пантелеймоновичу Куракову, открытие которой состоится уже 20 декабря в 11 часов в Чебоксарах. Так что приглашаем всех. Но Рудольф Васильевич, Альбина Дмитриевна давит обязательно администрацию Баттеревского района на здании Дома Дружбы памятную доску открывает. Поэтому к 11 подъезжайте, Кузангая 20 в Чебоксарах. Вот есть такие люди. А есть другой друг у Льва Пантелеймоновича, особенно в последнее время они были очень близки, постоянно вместе ходили, выезжали на мероприятия, снимали тоже передачи и все. И это доктор Басам, доктор права. Он сам родом из Палестины, он является у нас президентом общества дружбы и сотрудничества между Чувашией и Палестиной. Еще раз я вас всех приветствую. Если говорить о Льва Пантелеймоновича, 30 лет мы дружились, как я приехал на Чувашской земле в 90-м году, в 91-м. Меня с ним познакомил его большой друг Уркалкин Емельян Алексеевич, плюс земля вот этим тоже пухом, он ушел и так далее. Но хочу сказать, дорогие друзья, что Лев Пантелеймонович пришел в этом мире с определенной миссией. Его миссия была показать пример, что может сделать ребенок, который вырос без отца, вырос сирот, был лишен отцовской теплоты, отцовское воспитание. И как вы видите, и мать, она добрая, хорошая, конечно, мать это святое, и смогла сама управиться с ним. Вот этот, который был лишен отцовской теплоты, вся его жизнь была знаменитая тем, что он подарил любовью людям. Он для всех был как отцом. Он для всех, он заботился о всех. Он каждое утро, его звонок первый ко мне, доброе утро. И первый вопрос, так, какие планы у нас сегодня, что у нас сегодня. Если стоит мне упомянуть, что у кого-то там день рождения, или говорят так, а мы ему давайте сделаем благодарственное письмо или грамоту, он все время думал, как кому сделать в этот день хорошо, приятно. Если такой день не бывало, для него это неудачный день. Он расстраивался, что вот, как будто зря день прошел. Этот человек был послан на чувашской земле, на российской земле, и он по своей популярности и значимости вышел из уровня даже Российской Федерации. Он стал мировая личность. И вы знаете, он всю жизнь семена сажал, ухаживал, и плоды оставил для других людей, для друзей и других. Некоторые были благодарны, некоторые взяли плоды и проклинали его, и предали его, и нож в спину ему дали. Его даже воспитанники, его студенты, которые он им дал образование, которые у них сделали докторами наук, которые потом и притеснили его, чтобы его не было. Но он всех простил. Он никогда ни на кого зло не держал. Он был образцовым человеком. Да, некоторые могут... Я сейчас вспоминаю еще, как Дом Дружба. Он пригласил меня и несколько руководителей НКО и сказал, поехали в Дом Дружбы. Я говорю, где-то? Поехали, у нас там будет Дом Дружбы. Так когда я посмотрел здание, я ужасался, я говорю, какой Дом Дружбы? Это как будто после войны в Сирии. Здесь будет Дом Дружбы? Мы сказали, здесь будет. И мы заложили камень. И когда будет? Я говорю, ну, через 3 месяца. Посмотрите, как этот Дом Дружбы сегодня стал настоящий дворец. Он его подарил тем, кто там находится. Подарил и ушел. И когда он подарил, нашлись какие-то люди, которые даже его цитаты не поставили.
его выступления вырезали, его фотографии убирали, чтобы не публиковали. И понимаете, когда он немножко бывал грустным от предательства воспитанников его, я ему говорил: Лев Пантелеймонович, а как вы думаете, Иисус Христос распяли за зло? Он разве зло делал? Его же за добро распяли Иисуса. И когда-то мне Ясер Арафат еще сказал: сынок, запомни, удар, который тебя наносит в спину, если твоего позвонка не сломает, то он его укрепит. И ты выдержишь еще сильнее удар. Эти слова ему нравились. Он человек мира, он человек, который каждая клеточка в его организме, его кровь дышала любовью к своей родине и малой родине, патриотизмом. Я никогда не забуду, когда он хотел здесь организовать детские площадки. Мы с ним занимались, ездили, где это производится и так далее. Но он решил на всякий случай позвонить, узнать, какие возрасты детей. Я отошел, на минутку отошел, и он кричит: доктор Басам, иди сюда. Все, Россия погибает. Я говорю: что случилось? Россия умирает. Что случилось? Он говорит: представляете, за 1 год в Ишаках у нас 1 ребенок родился за год. Вы понимаете, что это такое? Этой деревни может не быть больше. Я говорю: Лев Пантелеймонович, благодаря таких людей обязательно будет. И мы с ним выбрали, какая площадка. И установили эту площадку. И понимаете, каждый, вот здесь написано места, которые помнят Льва Пантелеймоновича Куракова. А вы можете мне сказать, кто-нибудь для Батревского района, для Ишаков, как Кураков, для Ишаков особенно, сделали что-нибудь из жителей? Тогда простите, на кого мы будем воспитывать своих детей и будущих поколений? На каких примеров? Я никогда не забуду, как он настаивал на установлении памятника Копеля. Это что-то было. Времени нет, вопрос день и ночью занимался. Я помню, за 2 дня он звонил и говорит: вот это подходит, доктор Басам, вот посмотрите, я сравнивал, но я такого как-то видел только через картинки, через фотографии, сам-то. Мне сказали, вот все родственники подтвердили, что это подходит. Я говорю: вот 1 человек мне прислал, что вообще это не то. И он расплакался. Так расплакался, как ребенок. У меня был громкоговоритель включен. Что происходит? Побежала. Что случилось? Я говорю: отпускай, не надо, не говори. Он просто торопил время. И он говорил, кому сейчас это не нравится, пусть потом установит за много миллионов памятник. Я хочу при жизни установить. Как будто он почувствовал, что это уже последнее у него, что можете сделать. Знаете, дорогие друзья, увековечить человека, значит сохранить его дело. Сохранить его дело мы увековечим и перевоспитываем новое поколение на его подвиги. Ушел год, скоро будет год. И ни одно заседание Ассамблеи народов не было за 1 год. Разве мы так можем сохранить его память? Это человек, который горел за родину, день и ночь думал о родине. Мероприятия, за другое, за третье. 7 фильмов за несколько месяцев добрых, патриотических снимал. Вы понимаете? И мы каждый несколько, в месяц, может, 2 раза делаем какой-то выставку, чтобы упомянуть его имя, о нем говорит. И у нас это все зафиксировано на видеофильмах, которые они есть про эти выставки. Недавно я был в Москве, Общественная палата Российской Федерации. Мы там открыли 10-я юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников». Были и директор представительства ООН в Москве, Министерство иностранных дел России, послов. Очень много были достойных, знаменитых лиц. Мы его вспоминали. В Московский дом национальности после этого 6 декабря 12-я выставка мы открыли. И его вспоминали, были его друзья. И я подарил эту книгу его большой друг Андрей Михайлович Крылов. И договорились.
в январе месяца 22 года, после 10 января, состоится презентация этой книги в Москве, состоится круглый стол в Москве, в эко-телевидении, тема Куракова и открытие наша выставка. Я так понял, они даже хотят назвать именно Московский дом национальности именем Куракова. А там 200 национальностей почти. Он пользуется огромное уважение там. Дорогие друзья, хочу один вопрос вам задать. Все, что сделал Кураков, не заслуживает того, чтобы ишаки называть именем Куракова. Это была бы самая большая преданность ему. Ему это не нужно. Ему это нам нужно. Это нашим детям, нашим внукам будущим, чтобы они воспитывались именно на примерах таких людей. Ведь каждая улица здесь его помнит. Каждое место, дом знания, другие дома, которые он построил, этот труд, который он сделал, это было бы очень преданный поступок к жителям, чтобы он жил, благодаря ему он настойчиво хотел это время, чтобы сохранилось. Пусть, предлагаю я, чтобы поставить это предложение, назвать этой деревне имени Куракова, потому что этим самым мы сделаем других много детей, как пример, подвиг, чтобы они также поступали и здесь, и в других деревнях, чтобы поступали, защищали, охраняли, подняли своего народа. Пушкин в Чувашии нет, а здесь есть. Пушкин, вы понимаете? Возможно, я тогда сказал на открытии, возможно, через 50-100 лет этой деревне родится такой великий человек, как Пушкин. И эта деревня прославит на всю жизнь. Я не могу не вспоминать слова замглавы Марийской республики, его большой друг, глава города Ишкарала, Гарани Мейдананович, который сказал: я никогда в жизни не встречал такого человека, такая личность, как Льва Пантелеймоновича Куракова. Возможно, никогда, даже через 1000 лет не родится такой человек. Я в жизни все видел, много ездил, но такого личности я не встречал. Может, некоторые скажут, я это слышал не один раз, это спорная личность Куракова. Ну, кто-то против, кто-то за, кто-то что. А я задаю вопрос, а что? Иисус Христос не спорная личность? Половина жителей земли ему не верит. Мухаммед не спорная личность, половина жителей не верит. Так Бог сам не спорная личность, половина жителей земли атеисты. Поэтому мы смотрим на хорошие стороны, на то, что человек сделал подвиги, и мы должны их поднять. Я хочу сказать, что моя преданность, преданное отношение к Льву Пантелеймоновичу будет до последнего дыхания в моей жизни. Я в этом человеке, от этого человека никогда лично ничего не получал. Я получал только любви, получал только поддержку. Я очень хочу, чтобы ишаки, которые он любил, чтобы носили его имя, и чтобы сохранилось навсегда. Спасибо, дорогие друзья. Казаруда, это себе, человек из мероприятия не бросали, а это себе намус. План температуры кумбульджи, мероприятие накладка, бизнес-агентура Тербулума, Ундагашин. Вот я понял разговаривать, сагында баян еженно или пана шугурсене, эбер обязательно шуйца ява паперле. Гыдан замдыр, калыр, нигамада чармашугында хаварсы шугурсене калама. Хайран бітімдетсе, халық паперле келішсе, сәбек бітімледі дуапы. Нумай бан жугурсен бұл школ детіне барас пергеде, ал детіне барас пергеде, бюст вас пергеде, удармаламар бітімбе идеязе, пергеде тумалды мария балазен бар, самны балзығы барашын. И Лев Пантелеймонович сәтсен тигісі делал. Самбай покажары удап, самбай золотого мероприятия, езір сәгінде ежінаган келеужізбе кележеді. Еп только плошмағады, Самба ко бирин верелас перемеш телевизор болды телевизор барынде он базаракалар мында бирден тенгаласынче субдава кара бирле саклеп Пантелеймон чайбе пызыкына форум район жайында твапрак ебрана твапрак будем юлдажы зелейты зене чынзе еп кальместеминде мана сак чалажы жегинде тузан лайхтарахпе нужен ясен сурауны вырыне шурде чоне бунда переводраш не
ижекне бір манмас бір, манма бамас бар. Да, Шубашкарда, Мускабра, Падренде, Үттежеде тумабылар. Тумала мардесе калашынма, тумала. Ну, чуваш ижекне манмалама галатия. Темлеге бар водраву, обед битер нагаларе, шагда грече, шагурам драхтуваче, удаче, шагда боиречел. Сембек ижексе. Вот так нам займала. Чуваш, жамба кажаруда, и теперь мероприятие. Ну, говорим, вот тут Векпантели можно, первый вопрос. Векпантели можно дулашкин дел, но кино играть в лиге, ялана, метлуп уже шубу жибуже. Зира хабара дагалары был. Вот и калаш шанча. Шаг явалана, пожалуйста, Я куйдула билет, я даже после где куйдула, Рашишай гость каждый раз куйдула. Министр Баумбери Галажапо. Я вот дай как когда тоже захват на Академии у нас много убор, когда проект тут сорвал наш что, сейчас решили хазовать. Mana шумдар. Тогда тень сирени мурда. Сейчас когда мурдат мадивет, сени жугуш пуринги бор. Ну палак шей пуринги вот пусть сен баскамала, перре милени бозан сирен ларса курмала шак. Турганда на баскаса туксагай мадивре. Пуштама жон пуштана тысылса ажалды гейбер кайран динамика пуштанда. Милени бозан курсала. Шак Пушкин балы гиберги калады. Темірлене тен яккөлі вот бюз жегірлі, барбені лифатем жеді қойын бюз жегірлі. Как волчир забуны чул жинче, Пушкин замақ зімбе, Пушкин дырад, замақ зімбе ғыланмада була, тепер ғыланмас бұл берек. Пушкин толықтын дырад. Еще не училась, яккөлі барбені Лифатем Иванович. Сен жаварсын денебе, пәлместі. Да, и вот пояни штепері, это вот паран игун, вот сәк бюзі, бүнжуқ, мен қағаларыны зеңдеге көрлі специалисті бе қалажап. Пидяван. Ну и рад. Она и версия катар from телевизорга. Вара урын келмейін, тілетмелі шерін бір мұршу да ектегі айры. Сирені мұрда бірда кажар ойдадып, мәжіндесесін фильмін шакрайында пірремеш құравни ертерден ұртурған елінже, ну олман рангелмері, она ертермелетші шағында. Пағалары мұрчималдан Тусло шурден живол бульже, уну мен вильне хыщен пыдарногун, чималдан премьеровик бол кайра нации телевидение бе кадар тырныры берена. Шудалы кайла. Он хыщен тусло шурден живолары мар, кайран вара кимели бульже турган ялне, ундан падар еленже, анжакта ижикре кадар марымар. Хальвара хочу сказать большое спасибо доктору Басаму, он настоял, чтобы фильм перевели на русский язык. Тарашса шине дарса кужардымар, валыйдат тепреземый дач, нажендезесен өзір усалычтыны емінде. Лифатер Иванович Кирилловзар, нажар я баласын бірге қалатын бұл фильм радет. Шоқ деп мен жөнбек қаладыр. Айзырла камрат бұдарадыр дед. Мен жендет хавраган аланмаладыны дед. Пурде онанмала дед. Тенчене қаламала бұл жемберге дед. Айдыр күжарыр, вара жақлайын бер, тұрыжа, майдың күжардымыр бере бұл еше думашқан. Альбина Дмитриевна да была школьная жизнь печенье пулмас кылыч, тавах, балах полхалах шан узылы будет здесь угапар. Калыч малый мумай, калыжас пулзасан. Перле, шюрене жукне машинара пыратпа. Липатели Иванович был шок пырат. Пер мероприятие гайну жукне, перлен ларудурова, ешпуча шюрене перле. Шугышлак, он галамалыне. Ничан дал ширмас, подебек пучран галать. Тленмеле галать. Чин шарт сиксе, 4 денебек, малдан хразада илет, шабылтыра кулзада илет. Шабла векалі, шанавиш нейденмеле деп бір жәмбек. Каламагушлары дек. Эпкалап оператор жимон бұрат, кандинде яман вичагында, инде ширмас вичаг смасыне. Ширзай бұрас келет. Мен галак подебек ширзай елес келет ұнзыма гізене. Мәжіндесін тәленмеле жуғышсен оның. Пужы зымақ тоқмас чілгінші барын жен. Педебек кирлі, үрі ішсем, жуғышсен бірге ғына қалажатшы. Шағымбада, бұл мана юлашки бұғытар кашни бұн қалаштадына, аття небе ұмбе қалашман бөл. Күн еш күні ердет, каши дет, шаңғара бұлақ. Месіркалар ялда өнжігне, шубашқара әйнеде бұрынадыр. Бұл пандемия бұла тұқмары, жерешір шывырашан бек шивық бұлза қайрымыр, тілінмелі шивық. Бұл мана қалар, тада қаласа бамалы зімнің май дейд. Егері бұрда бұл.
Вы не поймете, шавак шин темшин васкать, чинахта васкать, анчахта ебер, ебкалапман биограф пуладын деп, ебкалап сирен пурвик деп, үтті дегети ванына волбур деп, есте пулан деген нашимар деп біршін бұлза. Пағаланы ғишын, телевизор бағырны ғишын, нумайшын шираган зем болчаш, пәлекензем телефон бағирашы, шоңғыравласа қавашы, туслық шүрден же презентацияре, ұталаса шүгірласа илеген зем болчаш, сыкланасы маққалы, бірітті зем, пәлекенжен земге құрде. Тавақ деш, анжақта деш, маларақ кирлетші жақ фильм деш. Ебір халет тень, оннан заилдімір, камай бір жүғатырымыр, мәдлежін бұл міне, Лев Пантелеймонович деші. Мүшін есін чынақта, ол тек команда бұлін шиленгеріне де өлтір сымақне жұғышне қаласа, шиленгер істесем ар. Ол онышлы шамбек пызық шын болына жан көвежеген земде, күрайман земде болына. Онқалары жынын варенегене земек, якөлева бұғадече судны бегана да судаган зем болына. Шағынбада хақлама варендеген жағынбек пызық әш, чынақта бұл пызық. Ебір күмбек поқначок ұланмачок, архив ұнда, хроника, вылят видеозем, візіневі миллет бұлдарса шағырна архивра, телевидение архивінже, тірлі жылзінже үгерді видеозем. Шавзене вешек, өзім пәдешті, кассеттізім саланашы, ширзадақ барман электронны майба. Күнтай бір картеқы бардымыр, шағыншында сабынады. Шағынба, езір күрман десем баян күрадар, оннан заиледер чынны бек ол. Пәледер, аға де біледер, но күнда ұрықлара пәдімлетсе. Доктор Басам обещает в скорейшее время, в ближайшее время перевести этот фильм на арабский язык. 24 жин, чур миллион жин худшанать, чур миллионна, чур миллиард жин худшанать, тюрех, шак фильма Кураганзин, Алнанаганзин ежи десе калашын. Шавынбек ол адаланса бұлмала бұлдырмалала. Кашарыр нумай калашын жан. Я сначала хочу поблагодарить всех за такое сегодняшнее участие, за таким нужным для нас круглым столом. Я что хочу сказать, Лев Пантелеймонович, в последнее время мы хорошо дружили, и у нас были большие, очень грандиозные планы по развитию нашего сельского поселения. Тоже хочу озвучить Лев Пантелеймонович Кураков, у нас крупный ученый, выдающийся организатор Высшей школы науки, видный государственный деятель, был известен не только в республике, но и за рубежом жизни. В деревне была асфальтированная дорога, построены 5 мостов, несколько прудов. При помощи сельского поселения построен святой источник с прудом. И надо отметить, еще у нас при поддержке да, получается, Льва Пантелеймоновича Куракова, мы вместе с ним создали культурно-патриотический центр деревни Чувашские Шаки, это мы все прекрасно знаем. И надо отметить, что во всех этих начинаниях делах активно участвовал и руководил делом и советом дорогой наш Лев Пантелеймонович. Он для каждого из нас был другом и учителем. Чувашем говорил по-чувашски, с русским по-русски, с татарином по-татарски. Сегодня невозможно говорить без волнения, когда вспоминаешь о его добрых делах. Спасибо, Фенил Ансарович. Вы эту бумагу дайте, пожалуйста, сюда. Альбина Дмитриевна, наверное, уж не секрет, что мы с вами планируем вторую книгу. Это уже не мемуары, это уже будет ваши воспоминания, размышления уже о Льве Пантелеймоновиче Куракове. Это тоже на 22 год. Кстати, планируем, не торопясь, Шавынба Таргашин, Каман, Азаилюзем, Лев Пантелеймонович Пазивана, Азаилюзем, помогу дарата. Но и бежам на Галашин, Халенге, Хамрана, Шабраз, Дели, Печиккен, Вишлезе, Бурат, Паркино, Гурмала, Беренгай. Качас, Альбина Дмитриевна, самах паричей, Залрал Араганзем, Сирень, Меле Синюзем, Бурбузан, Меле Уйдузем, Бурбузан, Таргашин, Каламагу Даратор, Ирина Петровна, Кундавона, Наталья Олеговна, Везембе, Щирза, Пыраща. Я у них сегодня Лев Пантелеймонович изъявление, мероприятие под негышем, килер кайма васкама килемар, она азализезере санети пларма, она азаимне, она курдеку заживали. Просто вот
ларадыр, азальза ларадыр. Иранда, баянда, желательно, жана галашинчиев. Сильно накрывать туза ларадыр, потому что бір бұндан шашадері поздно қараймас бы, это жана бұндан азаландыр кізі галашы. Это для него будет большой подарок тоже. Потому что Андрей Альбин Дмитриевна сире чеишме, лекту жазынма, пурнеде, негамада кларзая маламар, холоза кларзамас пыр негамада. Перле була пыр. Алексей, торгаши. Калачмалы нумай шухостем, ебе мендешен, Липат Селимонович такалачи, ялана халық шухошне деге урзащем или чималдан халыка имели десе. Пиде было сеню бульче, ял ядне улыштарасы бирки, на коллег ялгалаги везюция мала. Ялдары пирмышлыке гундак, мендешенебе, Николай Николаевич Тадроздовта каланы зембор. Это что за? Почему ишаки? Какие ишаки? Зачем так сравнивать с Лече? Чуваш и жеп, как можно было так и долголать. Но енжиде Кураков ядне барас позасын пиде зумла. Шушла запахма сире, ялдары пирмышлыке гундачкне. Везенде, выхра жерми, выросла гужарно долгий остров. Чесночная речка, да, долгий остров, что урых я бала. Хамын туан яла или бипинде краяненчи Патрикель выросла Байзирякован, пача хурухла, чавамбада тень, май тума булат, пурум бегазы нумай. Чавашла ол халық калама бударат. Пирин ижик язлы полный яджа, шамбегек юлдар безе, ижик Кураков темеп, коллег темлебек миле бол. Еумбек, чавашла ижик ела. Чавашла наджармар яджа. Бек тимар. Выросла в наджармар. Калашна, Лидиван накшабла. Чавашла вол ижек пех юлзан, чаваш ижек. Выросла Кураков парзасан. Чавашла чаваш яче, выросла Кураков яче. Шамба шукла забахма сенюсем, шаплавей. Но же дезин чаваш ятниги хвараскилет, его надо. Юра, фильм Куразуми дада мен каластеды. Липат Селимонович, шак фильма, хой курса Илаймара. Шурине, монтаж туну чукне, вол перри чавашки наращит перри килсе кайры. Волында сөню кержек сен килсе бача. Порында ол велосипед падара чамрык чукне сөню кержек. Тремелевитка, шамбек димиже сөню кержек бар. Весене сканировать тузалар прямой бер. Шамбада, вол пиринде перлек курат поль савана призыш батов. В фильме Чернобектилая заларалар ганзем синюзем болчи. Курса потерпеса нет. Ширма гулдаратор, парзяма гулдаратор, глава батне, администрации ама гулдаратор, хыбыр синюзене. Стоят пацана лупатыр. Мухтаулы чалаш ылымне. Санышне халхыра. Нивы жандаманмас бар. Кезеплеттер чунри туйымбарын. Ыр-яду эмірден еміре күшса бұдыр. Ялыма шеклезе түбене. Мануксен манукне калазанландарчы. Куратков академигін арқадарлы ішне.